Слава Иисусу Христу! Кто нас будет переводить? Большая радость в сердце, что мы можем опять быть вместе. Man ir liels prieks sirdī atkal jūs redzēt visus kopā. И особенно хотим поблагодарить всех, кто уже несколько месяцев от ноября непрерывно молится розарий за эту встречу. Un jo sevišķi es gribu pateikties visiem tie, kas no jau kopš novembra lūdzās rožkroni par šo tikšanos. В одном послании Богородица сказала: Vienā no «Дорогие vēstījumiem Dievmāte pateica: дорогие дети, Dargie bērniņi, молитесь в моих намерениях. lūdzieties manā nodomā. Вы не пожалеете. Jūs nenožēlosiet to. Ни вы, ни ваши дети, Ne jūs, ne jūsu bērni, ни дети ваших детей. ne arī jūsu bērnu bērni. И эта встреча состоится благодаря тех, кто решился молиться непрерывно в намерениях Богородицы. Un šī tikšanās notiks pateicoties tiem, kas uzņēmās šo misiju lūgties nemitīgā Dievmātes nodomā. Что такое намерение Богородицы? Kas ir Dievmātes nodomi? Это наши намерения. Tie ir mūsu nodomi. Только мама, она знает, которые из них нужно выполнить сейчас, потом позднее. Tikai mamma zina, kuras no mūsu vēlēšanām, lūgšanām nepieciešams uzreiz izpildīt un kuras vēlāk. Она как мама видит своих детей Viņa kā mamma redz savus bērnus и знает, кому что нужно. un zina, kam ko vajag. Мы это не знаем. Mēs to nezinām. Вы, мамы, понимаете, о чем говорим, правда? Jūs, mammas, noteikti zināt, ko es runāju. Дети не понимают, Bērni nesaprot, а мама понимает. bet mamma saprot. Спасибо вам, что вы пришли на эту встречу. Paldies, ka jūs ieradāties uz šo tikšanos. Молиться в намерениях Богородицы. Lūgties Dievmātes За nodomos ее планы мира, par viņas miera plāniem, которые доверил ей Бог в эти тяжелые времена. kurus viņai uzticēja Dievs šajos grūtajos laikos. Подобная такая молитва организуется и в Украине, Tāda veida lūgšana notiek, organizējās arī Ukrainā, Словакии. Slovākijā. И мы хотим, чтобы она продолжалась и в Латвии. Mēs gribētu, lai tā arī turpinātos Latvijā После нашей встречи, pēc mūsu tikšanās. когда началась война в Украине, Kad sākās karš Ukrainā, помните, мы начали больше молиться. atcerieties, mēs sākām vairāk lūgties. Начали организовать непрерывную молитву за мир. Mēs sākām organizēt nemitīgo lūgšanu par mieru. И мы видим, что надо молиться больше. Un mēs redzam, ka vajag lūgties Богородица vairāk. нас побуждает. Давайте еще больше. Un Dievmāte mūs mudina, vajag vēl. Будьте постоянны. Esiet pastāvīgi. И сейчас вам расскажет наша Наталья, Un tagad mūsu Natālija как jums эта pastāstīs, молитва действует в Украине. kā šī lūgšana darbojās Ukrainā. Христос воскрес! Kristus ir augšām cēlies. Дорогие наши, так как Тараса уже сказала, что когда началась война, и мы в Меджугорье спрашивали, как конкретно можем ответить на призыв Девы Марии, как можем помогать. Tad, kad sākās karš Ukrainā, mēs uzdevām tiešām konkrētu jautājumu, kā mēs tieši ar lūgšanām varam palīdzēt ar to nemitīgo lūgšanu. И очень быстро пришел один конкретный и ясный ответ. Un ļoti drīz atnāca ļoti skaidra un konkrēta atbilde. Дорогие дети, Dārgie bērni, только молитвой и постом останавливаются войны. tikai ar lūgšanu un gavēni var tikt apstādināti kari. И тогда на молитвенной встрече в Украине, такой, как и мы сейчас сегодня с вами здесь, Un tad tādā lūgšanu tikšanās laikā Ukrainā, kā mums ir tagad kopā visiem, пригласили людей к прекрасному проекту. mēs uzaicinājām cilvēkus
uz skaistu projektu, непрерывной молитве и посте за мир в Украине. nemitīgo lūgšanu un gavēni par Ukrainu, par mieru Ukrainā. Знаете, и вначале мы не знали, что и как будет, как найти людей, Mēs sākumā nezinājām, kā būs, kā atrast cilvēkus, но видели, как быстро сердца людей отвечают на этот призыв Девы Марии. bet tad mēs redzējām, cik ātri cilvēku sirdis atvērās uz šo dievmātes aicinājumu. И сейчас уже на протяжении 2 лет в этом проекте более 3000 людей. Un tagad jau vairāk kā 2 gadu laikā šajā projektā ir vairāk kā 2000 cilvēku. Какой смысл? Kāda jēga? Если я чувствую призвание непрерывно молиться за намерение Девы Марии, Ja es jūtu sevī aicinājumu atsaukties uz dievmātes aicinājumu un lūgties nemitīgi viņas nodomos, я решаю выбрать 1 час, конкретный час одного дня в месяце, tad es izvēlos vienu konkrētu stundu mēnesī, в котором я буду молиться розарий о мире в Украине или о намерениях Девы Марии в Латвии, например. un tad es lūgšos, piemēram, par mieru Ukrainā, par mieru Latvijā. И так решаюсь на протяжении года. Un tā tas ilgst gadu. В этот конкретный день, конкретный час молиться. Tajā konkrētajā dienā, tajā konkrētajā stundā lūgties. Также я решаюсь в этот день поститься Un tajā dienā es arī apņemos gavēt за намерение Девы Марии. par dievmātes nodomu izpildīšanos. И знаете, очень быстро люди записывались и не только были участниками, а поняли, что хотят более делать для этого проекта. Un, ziniet, cilvēki pārsteidzošā kārtā ļoti atsaucīgi bija. Viņi pieteicās, pierakstījās un bija gatavi vēl kaut ko darīt. Люди чувствовали призвание организовать группу на 1 день. Cilvēki jūta aicinājumu organizēt grupu uz vienu dienu. Это означает 24 часа. Tas nozīmē 24 stundas. И сейчас мы знаем одну женщину, Un tagad mēs zinām vienu sievieti, которая организовала уже 24 группы. kas jau ir norganizējusi 24 grupas. Но она говорит, я не останавливаюсь. Bet viņa saka, es vēl neapstājos. Я хочу целый месяц заполнить. Es gribu veselu mēnesi aizpildīt. И можем пойти и дальше. Знаем, что много из вас приезжают целыми парафиями сюда. Un mēs varam iet vēl tālāk, jo es zinu, ka te mums šeit brauc veselas draudzes. И можем решиться одной парафией наполнить 1 день. Un mēs pat varam izšķirties, izlemt, ka vesela draudze paņems veselu dienu. И знаете, сколько могу поделиться свидетельствами этого проекта, плодами этого Ja проекта. jūs zinātu, cik daudz var liecināt par šī projekta augļiem. Но наверняка поделюсь коротко комментарием одного епископа из Украины, Яна Субило. Bet es īsi lakoniski padalīšos ar vienu komentāru no kāda Ukrainas bīskapa. Он служит епископом Харьковской, Запорожской диецезии. Viņš kalpo kā bīskaps Harkovas un Zaporožas hiparhija, diecēze. Он находится в первой линии фронта. Viņš ir frontes pirmajā līnijā. На его глазах он видит всю правду, которую мы не видим. Viņš ar savām acīm redz visu patiesību, to, ko mēs neredzam. И знаете, что он недавно сказал? Un ziniet, ko viņš man nesen pateica? Я уверен, Es esmu pārliecināts, что если бы не было непрерывной молитвы и поста, которая выходит из Меджугорья и объединяет весь мир в молитве, ja nebūtu šīs nemitīgās lūgšanas par mieru, kas nāk no Ukrainas un kas apvieno visu pasauli, что Украина уже давно была бы захвачена русскими войсками. Ukraina jau sen tiktu ar Krievu bruņoto spēku palīdzību okupēta, sagrābta. И что русские войска уже продвигались бы в Европе. Un ka Krievijas karaspēks jau virzītos pa Eiropu. Он говорит, я уверен, что если бы не было этой молитвы и поста, Viņš teica, es esmu pilnīgi pārliecināts, ja nebūtu šī lūgšana un gavēnis, большая часть мира была бы уже уничтожена. liela daļa pasaules jau būtu iznīcināta. Поэтому понимаем, насколько это важно. Tāpēc saprotam, cik tas ir svarīgi.
Также хотела сейчас дать тоже слово и Алдису. Tagad es arī gribu dot vārdu Aldim. Он был один из первых, который на его глазах видел, как рождалась эта молитва непрерывно в Латвии. Viņš ir viens no tiem, kur acu priekšā arī radās šī nemitīgā lūkšana Latvijā. И может поделиться с нами. Viņš arī var padalīties ar mums. Да, я очень обрадовался, что у нас в Латвии может быть такая молитва. И не только обрадовался, но и обеспокоился. Jā, es ļoti nopriecājos un vienlaikus arī ļoti nobežījos, ka Latvijā arī var būt tāda lūkšana. Потому что я думал, как мы соберем столько людей, чтобы молились непрерывно. Jo tad es domāju, kā mēs salasīsim tik daudz cilvēkus, lai nodrošinātu šo nemitīgo lūkšanu. Но Тереза мне так говорит, разве ты не найдешь 24 человека себе? Un Terēze saka, vai tu neatradīsi 24 cilvēkus? Я так подумал, вроде бы не так сложно. Un es tā padomāju, it kā nav nemaz tik sarežģīti. И самое такое радостное, что это все продолжается еще до сих пор. Un pats priecīgākais ir tas, ka tas vēl joprojām arī tagad turpinās. И находится очень много людей, которые организовали свои ежедневные эти группы. Un atrodas ļoti daudz cilvēku, kas arī paši norganizējuši savas tās ikdienas grupas. И мне так хочется это все продолжать. Un man to tik ļoti gribas turpināt. Поэтому вам есть такая возможность, там где-то есть, где можно записаться, которые хотят участвовать в этом и продолжать эту молитву. Tāpēc tur kaut kur ir iespēja pierakstīties, pieteikties šai iespējai, lai turpinātu šo lūkšanu. Только в начале костела где-то там. Tur kaut kur pašā sākumā pie ieejas. Paldies! Отец Йозо нам сказал, что молитва – это не значит терять время. Tēvs Jozo mums teica, ka lūkšana tā nav laika šķērdēšana. И скажите мне, кто из вас может выделить 1 час, 1 раз в месяц, чтобы помолиться розарий за мир? Un sakiet, lūdzu, kas no jums varētu Оно так mēnesī просто. izdalīt 1 stundu, lai lūgtos 1 par час, 1 раз в stundu месяц. mēnesī? Kurš Может, būtu каждый, gatavs? правда? Думаю, это не так много. Tas nemazam nav tik daudz, jā. И когда нас будет много, Un kad mūs būs daudz, мы заполним каждый час, 24 часа, mēs днем, ночью. aizpildīsim katru stundu, visas 24 stundas. Это очень важно для Богородицы. Tas Dievmātei ir ļoti, ļoti svarīgi. Она говорит, помогите мне, чтобы я могла помогать вам. Un viņa saka, palīdziet man, lai es varētu palīdzēt jums. Это конкретный ответ. Tā ir konkrēta atbilde. Это значит 3 такие возможности повторим. Tādējādi mēs atkārtosim 3 iespējas. Вы можете записаться там при входе в церковь. Tātad, pirmkārt, jūs varat pierakstīties tur pie baznīcas ieejas, Записать свой контакт и готовность 1 раз в месяц, 1 час. tad jūs savas koordinātas uzrakstīsiet un gatavību, apņēmību 1 reizi mēnesī, 1 stundu veltīt šim procesam. Вторая возможность. Я хочу создать молитвенную группу 24 человека. Otra iespēja, es gribu radīt lūkšanu grupu, kas sastāvēs no 24 cilvēkiem. Выбираю 1 день в месяц Izvēlos 1 dienu mēnesī и заполню 24 часа. un aizpildīšu šīs 24 stundas. Третья возможность. Trešais variants. Мы можем это организовать в наших приходах. Mēs to varam organizēt mūsu draudzēs. И это очень хорошо получается. Un tas ļoti, ļoti labi sanāk. Это очень просто. Tas ir ļoti vienkārši. Мы становимся ангелами-хранителями мира. Mēs kļūstam par miera sargeņģeļiem. Богородица нас зовет молиться больше. Dievmāte mūs aicina vairāk lūgties. Спасибо вам. Paldies jums!